Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, пора задуматься о вашей связи. Сейчас самое время глубоко проанализировать свое общение, свою ситуацию и свою точку зрения и позволить себе избавиться от стресса и негативных мыслей. Исследуйте их, потому что они не могут следовать по пути, который я вам указал. Вы вышли на новый уровень. Я поведу тебя к более высокому и великому месту. Поставьте лайк этому видео сейчас. Если вы верите, что я могу поднять вас на более высокие высоты, я скажу вам, что буду с вами на каждом этапе пути. Я твой любящий и сострадательный отец, я никогда тебя не оставлю. Доверьте мне свое время и свои заботы и оставайтесь здесь, в этом видео, до конца, когда я буду готов поддержать вас и помочь вам преодолеть проблемы. Я дал тебе силы перенести испытания и невзгоды, даже не зная, что это я. Когда для вас что-то меняется, многие люди уходят, и вы теряетесь, но вы не только пережили шторм, но и выросли в нем. Ты другой. Я воспитывал тебя не для того, чтобы соответствовать, я воспитывал тебя, чтобы выделяться. Теперь я благословлю вашу верность. Я подниму тебя на уровень, который ты не можешь себе представить. Вы осознаете, что начнете видеть себя целостным, счастливым, завершенным, благословенным и богатым. Перестаньте говорить с Богом о своей красоте и начните говорить со своей горой о том, как велик ваш Бог. Я верну все, что было украдено. Не волнуйся, ты пройдешь. Наступят лучшие дни, придет больше благословений, и будущее будет захватывающим. Помни, что ничто не может устоять против меня, Боже. Неважно, через что вы проходите в жизни, если вы сохраните мир и спокойствие, я обещаю вам, что вы будете бороться и найти выход, даже если никого не увидите. Вскоре вы расскажете новую историю исцеления, удовлетворения, благополучия, изобилия, успеха, любви, счастья, мира и великой радости. Вы вернетесь более сильными, более знающими и полными энергии, поделившись всеми своими благословениями и передав полученную мудрость. Все произойдет с вами сразу, все разочарования, испытания, борьба, взлеты и падения наконец-то обретут смысл. Вы будете благодарны, что не сдались. Придут великие благословения, проповедуйте и принимайте их верой. Введите «Слава Богу», чтобы отобразить Его. Вы получите хорошие новости о том, чего терпеливо ждали. Это ваше время быть благословенным, это ваше время расцветать. Мой дорогой сын, я твой пастырь и всегда буду с тобой. Я освобожу тебя в прекрасном саду и отведу к мирным водам, чтобы освежить твою душу. Я наставлю тебя на правильный путь ради имени моего. Даже если ты пойдешь по темным и глубоким долинам, не бойся зла, потому что мои слуги утешат тебя и защитят тебя. Я окружу тебя благословениями, победю твоих врагов и наполню твое сердце мудростью. Стол твой будет богат, и моя доброта и благодать будут сопровождать тебя во все дни жизни твоей. Ты будешь жить в моем доме и чувствовать мою любовь и мир. Не бойся, ведь я рядом с тобой, чтобы поддержать тебя во всем, держать тебя в своих сильных руках, укрывать своей защитой и укрывать одеялом своей любви. Я бы хотел, чтобы вы попросили меня с любовью выслушать эти слова, которые я вам говорю, чтобы это послание, исходящее из моего сердца,
вошло в вашу душу. Позвольте мне написать слова любви на стене вашего разума, чтобы вы могли быть в безопасности и перестать задаваться вопросом, заслуживаете ли вы того чудесного подарка, который я вам дарю. Примите эти сообщения, которые я посылаю вам, с верой, потому что я говорю с вами. Будь готов поверить в меня, оставь беспокойство, страх и печаль. Пожалуйста, сохраните их. Не в своем сердце, положи его снова к моим ногам и доверься мне. Я приготовил для вас много чудесного. Но сначала мне нужна твоя вера и преданность. Ваше будущее в моих руках, и если вы будете в моих руках, без сомнений и доверия все мои благословения достигнут вас. Отдай мне свои страхи, свои заботы, свои заботы. Я желаю, чтобы вы жили здоровыми и целыми. Я говорю вам это от всего сердца, потому что хочу, чтобы вы встали и пошли. Ничто не готовит вас к победе и победе в каждом испытании. Ты знаешь, что я с тобой ночью, я светильник для ног твоих, днем я твой щит, защищаю тебя от стрел врагов твоих. Позвольте моему духу формировать вашу природу, потому что я хочу научить вас говорить только духовные, сверхъестественные и ободряющие слова. Подойди к моим написанным словам и прочитай. Я скромен и всегда использую свои слова, чтобы принести исцеление, прощение и благословение от моего любимого Сына. Чудеса случаются, когда вы используете мои обещания, свою веру и свои слова, чтобы благословить окружающих. Я обещаю, что вы одержите полную победу, когда поймете, что вашим путем должна руководить вера, а не видимость или внезапные чувства, которые приходят вам на ум. Вас выводит не только то, что вы думаете. Подумайте о своем будущем и людях, которых вы любите. Эти действия и замешательства могут вызвать глубокие раны, на заживление которых уйдут годы. Дайте силу победить, но она начинается с вас. Знайте, что с чем бы мы ни столкнулись, Божья поддержка всегда рядом. Жизнь с осознанием того, что Бог нас не подведет, меняет наше отношение ко всем аспектам нашей жизни. Это позволяет нам проявлять веру без страха, мечтать о многом и двигаться вперед к будущему, которое дал нам Бог, не опасаясь быть отвергнутыми. Когда мы спотыкаемся или падаем, как будто не можем, это обещание дает нам силы подняться и продолжать идти. Это напоминание о том, что наши ошибки не определяют нас в глазах Бога, скорее, Его совершенное присутствие является доказательством нашего достоинства и власти в Нем. Когда мы продвигаемся вперед с уверенностью, что мы должны подняться до любых испытаний и высот, которые нас ждут впереди, Божье присутствие и поддержка гарантированы. Бог с нами, Он был с нами всю дорогу. Его обещание верно, как заря, и в каждый момент сомнений, борьбы и празднования победы мы должны помнить об этом. Наш Бог не причинит ему вреда. Друзья мои, давайте в слове отнесемся к могущественной истине. Бог с вами, укрепляйтесь в Господе. Вы не потерпите неудачу. На каждом этапе вашего путешествия между взлетами и падениями помните, что вы идете не один. Господь стоит рядом с вами как постоянный проводник, давая свою силу, любовь и постоянную поддержку. Пусть этот опыт наполнит вас уверенностью и надеждой. Когда вы столкнетесь с горами жизни, посмотрите на него, черпайте его бесконечную силу и двигайтесь вперед с уверенностью, потому что в Господе вы имеете уникальную поддержку,
и он тоже встретит жизненные испытания стойко, а не просто открываясь. Хотя и победа. Держитесь, господа, мои дорогие друзья, потому что он никогда не оставит вас. Теперь всем, у кого есть мое слово, давайте обратимся к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы получить благословение этой молитвы. Молим милости и любви у Бога нашего. Небесный Отец, всемогущий Бог, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности и хвалы. Я признаю Ваше величие, величие и величие над всем творением. Ты – скала поколений, царь царей, правитель правителей, достойный похвалы, чести и славы. Ваша сила неизмерима, Ваша мудрость и любовь безграничны. Молю Тебя, Господи, о том, что Ты есть моя крепость, мой Спаситель и моя сила. Господь, я благодарю Тебя за дар жизни и за бесчисленные благословения, которые Ты излил в мою жизнь и жизнь тех, кого я люблю. Я благодарю Вас за Вашу доброту, которая меняется каждое утро, и за Вашу доброту, которая поддерживает меня. Спасибо, что Ты всегда был рядом и шел рядом со мной через все испытания и невзгоды. Господи, прости мне мои грехи, потому что в то время я не лишился чести Твоей. Я также предпочитаю простить тех, кто обидел меня, и выпустить гнев и обиду из своего сердца. Господи, очисти меня, пробуди во мне добрый дух. Отец, я придерживаюсь Твоих обещаний и нахожу силу в Твоих словах. Я заявляю во имя могущественного Иисуса, что никакое оружие, направленное против меня, не одолеет. Я наказываю дух страха, сомнения и разочарования. Я связываю вас во имя Иисуса и провозглашаю веру, надежду и любовь в своей жизни. Господи, дай мне силы быть сильным в Тебе и в Твоей власти. Наполни меня мудростью, мужеством и силой, чтобы противостоять жизненным битвам, зная, что Ты уверен в победе. Я приказываю исцелить мое тело, разум и дух во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы Ваше исцеление коснулось близких. Бог силен, я сопротивляюсь всем атакам врага. Я молюсь против болезней, депрессии, безденежья и раздоров. Я говорю, я защищаю себя и своих близких и прошу Вас защитить нас от всякого вреда и направить наши шаги. Отец, благослови нас своей благодатью и миром, и позволь Твоей исцеляющей руке коснуться каждой области нашей жизни, которая нуждается в восстановлении. Господь, когда я молюсь этой молитвой со всеми, кто меня слушает, я благодарю все сердца, открытые для Тебя. Мы согласны, мы стоим вместе в вере, когда молимся друг за друга. Укрепи нас, Господь, чтобы мы с благодатью преодолевали все трудности и шли своим путем. Наполни нас своим Святым Духом, направь нас во всей истине и дай нам силы жить жизнью, которая прославляет Тебя. Господи, благослови нас своим лицом. Пусть мы обретем Ваш мир, радость и любовь в изобилии. Защити нас от всей борьбы врага, да сделает нас праведными рука Твоя. Мы говорим, что Ты – наша жизнь. Ты говоришь, что Ты – наша жизнь. Ты говоришь, что побеждаешь в каждой битве. Ты здесь, чтобы помочь с каждой раной и болезнью, и Ты удовлетворяешь каждую нужду. Оставь свой разум в покое. Что происходит в нашей жизни и то, что я люблю больше всего, потому что Царство Твое – сила и слава во веки веков. Благодарю Тебя, Господь,
за то, что услышал и ответил на мои молитвы во могущественное имя Иисуса. Аминь. Представьте себе солнце, светящее на открытом пространстве. Как солнце всегда находится на небе и каждый день приносит свет и тепло, так и Бог всегда с нами. Даже если солнце закрыто облаками, мы знаем, что оно все еще здесь. Точно так же, даже если мы переживаем трудные времена, но не видим, Бог рядом с нами. Оно всегда здесь, как солнце, сияющее над головой. Сегодня давайте найдем непоколебимое присутствие Бога в нашей жизни, поняв Его руководство, найдем в нем силу и научимся жить в свете Его безусловной любви и поддержки. Я также молюсь с вами во имя Иисуса. Подождите до конца и откройте свое сердце, чтобы получить благословение этой молитвы. Друзья мои, в Исаии 41:10 мы заверены: «Не бойтесь, ибо я с вами, не бойтесь, ибо я ваш Бог. Я укрепляю тебя, помогаю тебе, поддерживаю тебя своей верностью». Правая рука. Эти слова являются мощным напоминанием о постоянном присутствии и защите Бога. Подобно тому, как солнечные лучи достигают земли, рука Божья всегда тянется к нам, давая силу, руководство и присутствие, обращаясь к каждому в каждый момент нашей жизни. Благодаря этому божественному обещанию давайте исследуем глубину вечной поддержки Бога и обнаружим, что Его любовь и бесконечная сила являются нашими постоянными спутниками на этом пути нашей жизни. Теперь давайте попробуем понять изменяющуюся природу существования Бога. Присутствие Бога в нашей жизни – это постоянная и жизненная сила, подобная воздуху, которым мы дышим, невидимая для наших глаз, но жизненно важная для нашей жизни. Библия в Деяниях 17 часов 28 минут ясно разъясняет этот факт, ибо мы живем, ходим, мы в нем. Это глубокое слово напоминает нам, что наше существование, каждое движение и смысл нашего существования тесно связаны с существованием Бога. Фиксированное или сокращенное присутствие, оно вечно, неизменно и всегда присутствует. Возможно, мы не всегда осознаем это с помощью наших физических чувств, но это также реально и важно, как дыхание, на которое мы полагаемся каждую секунду дня. Это присутствие Бога больше, чем жизнь, это источник нашей силы, нашей радости и нашего мира. В каждом испытании, с которым мы сталкиваемся, Бог всегда рядом, чтобы поддержать нас своей правой рукой. Во времена радости Его присутствие усиливает нашу радость и напоминает нам о Его вечной любви и заботе. Во времена печали или неуверенности Его присутствие утешает и успокаивает нас, напоминая, что мы никогда не одиноки и никогда не забываем. Божье присутствие не единственная основа в нашей жизни, это работает мощно. Он взаимодействует с нашей жизнью, формирует наши путешествия и направляет наш путь. Оно заключается в тихом утешении наших сердец, внезапном понимании в молитве, неожиданных благословениях, которые скрашивают наши дни, и силе, которую мы находим во времена слабости. В каждом нашем шаге Бог с нами. Его присутствие является постоянным напоминанием о Его неизменной любви и верности. По мере того, как мы возрастаем в нашей вере и углубляем наши отношения с Богом, наше осознание Его присутствия увеличивается. Мы начинаем видеть Его руку в сложных деталях нашей жизни, и мы видим Его работу в красоте, которая нас окружает, в людях, которых мы встречаем, и в ситуациях,
с которыми мы сталкиваемся. Это осознание приносит глубокое чувство мира и радости, когда мы знаем, что мы окружены любящим присутствием и поддержкой Бога в каждый момент нашей жизни. А как насчет присутствия Бога в кризисе? Посреди жизненных проблем, когда тяжесть мира кажется нам слишком велика, легко почувствовать себя одиноким и уставшим. Только в эти трудные времена присутствие Бога наиболее очевидно. Псалом 22, 4-5 обеспечивает глубокое утешение и говорит: «И если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной». Эти слова вызывают в воображении образ пастыря, защищающего, ведущего и защищающего свое стадо. Точно так же и Бог ходит с нами, Его присутствие придает нам смелости. Во времена страха и сомнений Он – твердая рука, которая ведет нас, утешительный голос, облегчающий наши тревоги. В вечном свете, который сияет в самые темные часы, Его присутствие превращает нашу долину теней в путь надежды и искупления. Он не обещает беззаботной жизни, но уверяет, что Его друг всегда будет рядом и поддержит его во всем, что происходит. Эта святая вечеря является искрой надежды, напоминая нам, что нет такой темной ночи, до которой нельзя было бы достичь их света, и нет такого коварного пути, по которому их рука не могла бы вести его. Божье присутствие в наших проблемах – это не только источник утешения, но и источник силы. Во времена слабости, когда кажется, что наши силы иссякают, Его сила становится совершенной. Друзья мои, трудности, с которыми мы сталкиваемся, заставляют нас полагаться на Бога, что приближает нас к Нему. Когда мы полагаемся на Его силу, мы обретаем покой и стабильность, которые нас несут. Этот мир приходит не от каких-то проблем, а от знания того, что Бог с нами во всех ситуациях. Его сила будет нашим щитом, Его мудрость будет вести нас, а Его любовь будет нашей силой. Божье присутствие в трудные времена также формирует наш характер и укрепляет нашу веру. Это трудное время скоро закончится. Вы можете чувствовать, что находитесь в глубокой печали и сомнениях, но не делайте это в одиночку. У меня все в руках. Слушай внимательно, я люблю тебя. Твое сердце пусто, а оно полно моей любви. Я всегда с тобой и никогда тебя не оставлю. Помни в этот день, что я люблю тебя вечной любовью, и с моей стороны ты можешь проснуться от великой печали и наполнить свое сердце радостью. Мы с тобой можем быть счастливы. Если вы оказались в облаке проблем, поверьте мне. Пусть мои слова осветят твой путь. Ваши враги могут сказать, что вы побеждены, но мое слово поддержит вас. Я с тобой даже в твою бурю. Я понесу тебя, и если тебе захочется плакать, я буду ждать тебя. Отпустите слезы, которые вы сдерживали. Дайте мне знать, что вы думаете. Слушаю. Твоя жизнь важна для меня. И так же, как я помогал вам в прошлом, я буду продолжать помогать вам сегодня и каждый день. Я показываю тебе, как сильно я люблю тебя во многих отношениях. Вы никогда не можете быть уверены, что рядом с вами находится Бог, который всегда любит вас, заботится о вас, защищает вас и заботится о вас. Я слушаю ваши слова и молитвы и приказываю своим ангелам передать вашу просьбу и воплотить ее в реальность. Когда вы молитесь, это не напрасно. Я нахожу радость,
прислушиваясь к твоему преданному сердцу. Ты знаешь, что я люблю тебя, и я отвечу тебе. Вы верите всем своим сердцем. Вы беспокоитесь о будущем, не знаете, что делать, не чувствуете себя изобретательным и думаете о самых больших проблемах. Посмотри еще раз, окружи свое нежное сердце всей моей любовью, уменьши свои эмоции моей бесконечной силой, создай в своей душе источник живой воды моим Святым Духом. Помни, если ты доверяешь мне, прими мой покой и откажись от страха. Если вы поверите мне, вы узнаете, кто я, Бог невозможного. Я твой Господь, тот, кто дает тебе, тот, кто заботится о тебе. Я твой Бог, твой пастырь. Я веду в правильном направлении. Вы будете безопасно ходить даже по темным долинам, ничего не будете бояться. Тихим потоком я покажу тебе, что я твой Отец, что я тебя очень люблю, окружаю своей добротой. И если вам понадобится чудо, я буду рядом и готов благословить вас. Ты можешь искать мой свет. Но у тебя есть цель, ты послан в этот мир, и ты не оставишь надежду. Всегда помни мою любовь к тебе и всегда мое присутствие рядом с тобой. Я здесь, чтобы укреплять вас, направлять вас и всегда помогать вам. Поверьте, я проведу вас через все трудности. Ежедневная битва – это твое преследование во тьме, но твоя вера сильна, и мои слова заявляют, что ты мой сын, храбрый воин, герой и воин. Я выпущу тебе колодец в сухом месте, восполню нужду твою, выведу тебя от зноя, когда ты будешь ходить по пустыне. Без колебаний скажи мои слова в исцелении. Ты имеешь привилегию и наследник вечной жизни, ты благословен на небесах и на земле. Враги смотрят друг на друга свысока, и многие завидуют, но помните, для меня нет ничего невозможного. Но если перед вами поднимется ложный враг и попытается заблокировать вас ложной железной стеной, не теряйте надежды, не дайте ему упасть. Не позволяйте музыке испортить ваши глаза. Вы можете продолжать верить и верить, что я дал вам силу победить и избежать всего зла и всех болезней. Я знаю, вы хорошо. Теперь закрой глаза и почувствуй мое присутствие. Слушай, я говорю тебе, я люблю тебя. Я с тобой. Рву ткань, я так понимаю. Почему? Я Иегова, Царь, Господь сил земли. На небесах от меня ничего не сокрыто, и ты это знаешь. Я думаю обо всем, что причинило тебе такую боль, и знаю. Быть одному больно, особенно когда люди, которые говорят, что любят тебя, уходят, оставляя тебя уставшим и подавленным. Но помни, ничто в твоей жизни не находится вне моего контроля. Я знаю, что ты услышишь мой язык любви, мой уникальный голос в своей душе, голос, который с самого начала облегчает твою боль. Я Бог утра, который подарит тебе сегодня радость и силу. Услышьте мой голос, он достигнет вас. Не ожесточайте свое сердце. Это любовь, которую ты хочешь, любовь, которую ты хотел, и все ради славы моего имени. Я думаю о тебе, я защищаю тебя, и даже если некоторые ситуации покажутся невозможными, я сделаю все для тебя. Потому что я никогда не оставлю тебя и не подведу тебя. Всегда. Мои слова любви не прольют твоих слез, не исцелят твое тело и не превратят глубокую боль твоего сердца в радость. Я твой Бог, Альфа и Омега,
начало и конец. Я наполню тебя великой радостью, и утром приду как твой Спаситель, твоя поддержка, твоя любовь. Я защищен. Ты понимаешь, дорогая, перед людьми, что ты слишком сильна, но я знаю твое сердце. Я знаю, что тебя беспокоит. Шейте, если хотите шить. Я люблю тебя, и ты должен принять этот факт, когда дует ветер, когда жизнь становится напряженной, когда случаются неожиданные плохие вещи и когда люди причиняют тебе боль. Я тебя люблю. Но вам нужно это услышать. Я буду скучать по тебе, я прощаюсь с тобой весь день, я буду трясти своей любовью в твои уши ночью, когда ты спишь. А утром, когда ты проснешься, ты увидишь, насколько все изменилось. Вы много лет работали, отдавая все свои силы, отдавая свою жизнь тем, кто не ценит вашей любви и стараний. Но я хочу сказать тебе нечто важное. Ты должен продолжать любить и бороться, благословлять окружающих, потому что ты знаешь, что Создатель Вселенной очень любит тебя. Моя любовь больше и сильнее, чем любые чувства или внимание, которые ты получаешь от других людей. Многие были разочарованы и, возможно, будут продолжать это делать, но моя любовь, безусловно, вечна и совершенна. Оно принадлежит вам навсегда, и никто не сможет его у вас отобрать. Ты мне дорог и дорог, пусть тебе этого будет достаточно. Когда вы устанете и почувствуете, будто достигли своего предела, когда покажется, что ваши усилия напрасны, помните, передо мной вас ждет удивительная награда. Встаньте на колени и подойдите к стойке регистрации. Получите ваше благословение, когда смиренно помолитесь мне. Награда твоя, сила, награда твоя, радость, оплот твоего труда, великая сила в сердце твоем, любовь моя возвышает тебя и обновляет каждый день. Со мной тебе не нужно вести себя так, будто ты не можешь скрыть от меня свои чувства. Закройте дверь своей спальни и проведите время со мной в молитве. Я слышу тебя, я люблю тебя, я успокаиваю твою душу и исцеляю твое сердце. Тебе нужна моя помощь, потому что ты знаешь, что я люблю тебя и верю в свои обещания. Я обязательно тебе помогу. Спите спокойно и продолжайте жить с уверенностью, миром и радостью, зная, что ваш Небесный Отец всегда с вами, даже в самые слабые моменты, когда вы чувствуете, что потерпели неудачу. Знаешь, даже если все идет не так, как планировалось, иногда ты допускаешь ошибки, мое милосердие безгранично, и мое милосердие никогда не кончается. Когда вы просыпаетесь каждое утро, откройте глаза с надеждой и снова послушайте мои слова. У вас будут силы встретить свой день. Я прошу вас поверить в меня, поверить, что вас ждет будущее, полное мира и счастья. Я умоляю тебя сохранить мою любовь и мою жизнь. Ты выживешь, будешь двигаться вперед, следуй своим путем, несмотря на препятствия, сосредоточься на моем обещании, данном тебе. Если на вас напали, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Если возникнут проблемы, не паникуйте. Если ты боишься, помни, чего ты стоишь в моих глазах. Если люди будут смотреть на тебя свысока, поверь в мою любовь всем сердцем. Это твой возраст. Духовное и вечное богатство приходит с каждым уроком, который вы изучаете. Там, где вы сейчас находитесь, я вас обильно благословлю, потому что я выбрал для вас нечто великое.
просите меня в молитве, опускайте свое сердце и с энтузиазмом возносите свою просьбу каждый день. Я благословлю вас и вашу семью, даже на глазах у других. Для других ты можешь быть сильным, но я знаю твое сердце и то, что причиняет тебе боль. Плачь, если хочешь, это нормально. Я люблю тебя, и ты должен принять этот факт. Когда приходят бури, когда жизнь становится трудной, когда возникают неожиданные проблемы и когда люди совершают плохие поступки, помни, я люблю тебя, я люблю тебя, я буду любить тебя и дарить тебе любовь, несмотря ни на что. Ты услышишь это, и я снова напомню тебе днем. Моя любовь будет в твоих ушах ночью, когда ты спишь. А утром, когда ты проснешься, ты увидишь, как все изменилось. Вы много лет упорно трудились, старались изо всех сил, отдавая себя людям, которые не ценят вашу любовь и усилия. Но это важно, продолжайте любить и бороться, благословляйте окружающих, ведь Создатель Вселенной так любит вас. Моя любовь – это больше, чем чувство или внимание, которое ты получаешь от людей. Многие терпят неудачу и, возможно, продолжают это делать, но моя любовь вечна, вечно, никогда не кончается. Оно ваше навсегда, никто не сможет его отобрать. Встань передо мной, преклони колени, приди ко мне. Получите свое благословение, когда вы смиренно молитесь, вы получите силу, и вашей наградой будет счастье. Результат вашего тяжелого труда, огромная сила в вашем сердце, моя любовь поднимает вас и обновляет каждый день. Передо мной у тебя нет причин притворяться, что ты не можешь скрыть от меня свои чувства. Закройте дверь спальни и выделите время для искренней молитвы. Я слышу тебя, я люблю тебя, я успокаиваю твою душу и исцеляю твое сердце. Ты хочешь моей помощи, потому что знаешь, что я люблю тебя и что мое обещание верно. Доверьтесь себе, я помогу вам двигаться вперед с уверенностью, миром и радостью, зная, что ваш Отец Небесный с вами всегда, даже во времена слабости, когда вы чувствуете, что потерпели неудачу. Помните, даже когда дела идут хорошо и вы допускаете ошибки, моя благодать безгранична, и мое милосердие никогда не кончается. Я не подвела тебя и не подведу сейчас, особенно когда ты нуждаешься во мне больше всего, когда твое сердце болит, когда твоя душа плачет. Открой глаза и, надеюсь, когда проснешься утром, послушай меня, и ты найдешь в себе силы продолжить свой день. Я прошу тебя поверить в меня, сохранить мою любовь в моей жизни всеми силами. Ты выживешь, ты должен оставаться сильным, продолжать, несмотря ни на что, сосредоточиться на моем обещании. Когда придет атака, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Если возникают проблемы, не грусти, если ты боишься. Помни, насколько ты важен для меня, даже если люди тебя недооценивают. Верьте всем своим сердцем. Это ваш возраст, духовное и вечное богатство происходит от всех знаний, которые вы получили в свое время и в своем месте. Я обильно благословлю тебя, потому что я избрал тебя для великих дел. Просите меня в молитве, смирите свое сердце, преклоните колени и каждый день приносите мне свои желания. Наслаждайтесь моим присутствием, и я исполню желание вашего сердца. И я поселюсь в твоей душе. Моя милость непродолжительна, это на самом деле удивляет вас на первый взгляд. День твоего спасения близок,
все ваши проблемы исчезнут, победить тех, кто угнетает меня. Пожалуйста, ответь сейчас, ты меня любишь, ты мне доверяешь. Я сотворю для вас великое чудо, когда приму ваши молитвы об укреплении вашего разума и прекращении беспокойства. Вот 3 вещи, которые вам нужно сделать сейчас. Послушайте и позвольте этим словам резонировать с вами. Во-первых, в этот день твое устойчивое сердце, отдай мне все свое сердце, безмерное и неизмеримое. Моя цель – видеть тебя счастливым и жить вечно. Самое страшное, что вы не ожидали, что вас ждут испытания и наказания. Жизнь, полная любви и заботы, жизнь, полная успеха – это мои мечты о тебе. Встань передо мной на колени, и я сделаю то, что хочу. Я верю в твою душу своим словам, и ты доверишься мне всем своим сердцем. Слова и неуверенность могут пройти, но твоя вера будет становиться все сильнее и слабее, и если ты отдашь мне часть своего сердца или подождешь, пока оно того стоит. Несмотря на то, что мир будет вашей скалой и силой, за которую вы будете держаться, вы будете двигаться дальше, когда разразится буря, и ваши эмоции и мысли будут повсюду. Из-за тебя я не хочу этого делать. Я прошу тебя, сохрани свое непоколебимое доверие и поддержку, отдавай мне свое сердце весь день. Такого не будет, если вы решите уйти из жизни сегодня. Вы никогда не будете одни, чтобы увидеть удивительные чудеса космоса. Да, вас будет больше одного. Не хочется верить, что все будет хорошо и классно. Вам будет очень повезло, у вас будет счастливая семейная жизнь, и вы преодолеете все препятствия, как дверь. Я благословлю тебя, но любой, кто захочет причинить тебе вред, уйдет. Вечная победа моих последователей наступила. Чтобы исполнить свой долг, одари меня сегодня своим вечным поклонением. Надеюсь, ты сделаешь это для меня. И еще не стесняйтесь закрывать или открывать глаза, потому что у вас есть время выразить свою глубокую благодарность. Найдите все хорошее в своей жизни, повсюду, как недавнее, так и далекое, и все мелочи, которые помогут вам оставаться заземленными и сосредоточенными. Даже если вы чувствуете, что вам не повезло, важно быть благодарным от всего сердца. Выразите признательность подаркам. Выполнение этого акта благодарности исцелит ваш дух и поднимет пелену с ваших глаз. Принятие вызовов, стоящих перед вами, поддерживает вашу жизнь и дает вам волю продолжать борьбу. Пусть эти благословения вдохновят вас встречать каждый день с решимостью. В вашей жизни могут быть трудности и испытания, но если вы найдете время подумать, вы заметите уроки, которые вы усвоили, прогресс, которого вы достигли, и то, как выросла ваша вера. Пожалуйста, выразите мою благодарность, прислушивайтесь к своему голосу и словам, которые вы предпочитаете использовать. Даже если положение вашей семьи сейчас не очень хорошее, цените свое здоровье, воздух, которым вы дышите, и свою семью. Я наставлю тебя на правильный путь, и если вы хотите поблагодарить их в ближайшее время, я покажу вам обновленную карту и правильный маршрут к месту назначения. Но сейчас просто будьте благодарны, всегда будьте благодарны, независимо от того, как вы терпите неудачу. Если вы счастливы, будьте благодарны, не забывайте быть благодарным, даже если вам грустно. Признать проблемы
несмотря ни на что, внимательно посмотрите в зеркало и будьте благодарны. Благодарность – это сложная привычка. Сегодня с вами начнут происходить перемены и сюрпризы из-за выхода последних новостей. Хотя внешне они кажутся счастливыми, многие люди вокруг вас очень грустны и подавлены. Для некоторых найти цель в жизни может быть постоянной проблемой. Выйдите и расскажите миру о чуде любви, которое вы испытываете. Цените радость, которую я приношу в вашу жизнь, и благословение, которое мое присутствие может принести им. Мир, гармония, изобилие и благословение без беспокойства и вины окружают вас, когда вы любите друг друга. Мир может смеяться над вами, но те, кто грешит, будут очень печальны, ваша аудитория будет поражена. Для них важно то, что вы получаете, им нужно чувствовать, что их любят и ценят. Это послание любви и надежды должно быть распространено. Я услышал молитву, которую ты произнес обо мне вчера перед сном. Обратите внимание, молитесь о мужестве, отваге, спокойствии и смелости противостоять проблемам со здоровьем, плача в подушку. Увидьте себя, встречающим этот день с новым ощущением цели и силы. Поражение сделало вас слабым и подавленным. Ни одно препятствие не является слишком большим, чтобы его преодолеть. Вы переходите от страха к уверенности, и если раньше было сомнение, разрешите его. У вас нет сомнений в преодолении любого испытания, в отличие от вчерашнего дня. Если вы устали от страха, я вкладываю в вашу душу сильное желание победить. Так вставай, иди, верь в мою силу. Я привел вас сюда, чтобы объединиться и преодолеть любые препятствия, встающие на вашем пути. Несмотря на огромные трудности, помните, что ничто не может сравниться с моей силой. Я привел тебя сюда и буду с тобой несмотря ни на что. Знайте, что вы не единственный победитель. Любой появившийся враг будет сокрушен моей любовью и силой. Я дарю тебе непреодолимое желание добиться успеха, и ты хочешь добиться своих целей, какими бы трудными они ни были. С какими бы проблемами вы ни столкнулись, вы добьетесь успеха во всем, что делаете. Благословений, возможностей и помощи от вашего бремени благодаря моему вмешательству. Мои друзья, семья, судьи и представители власти почувствуют мое присутствие всем сердцем, и я призываю их относиться к вам по-доброму и делать то, что вы просите. Некоторые профессии не должны вас пугать. Вы и ваши близкие будете в безопасности, пока вы верите в меня и остаетесь верными. Всегда помни, что я здесь для тебя, несмотря ни на что. Исцеляющая сила моего послания заключается в его целительной силе. Вы воскреснете и получите жизнь божественной силой от моих слов. Я понимаю, что ты чувствуешь, что я недостоин своего присутствия в твоей жизни, но я хочу, чтобы ты знал, что я тронут твоей верой и твоим смирением. Я хочу быть важной частью твоей жизни, тронуть твое сердце. Я сломаю тебе еремную вену и напишу там исцеляющие слова. Мои нежные руки заберут твою боль, твои тревоги и твои тревоги. Даже небеса услышат мой голос. Я хочу видеть тебя счастливым, с внутренним миром и хорошим будущим. Вот почему я буду рядом с тобой, чтобы показать тебе, как сильно я забочусь, как я люблю тебя и как я защищаю тебя от вреда. Я хочу, чтобы ты проводил время со мной.
Я хотел оставить тебе это наследие. По правде говоря, дай мне свою надежду и помести ее на борт, завернутую в любовь и преобразованную преобразующей силой моего Святого Духа. Ваша энергия готова и ждет, пока вы начнете действовать. Вставай, уходи сейчас же, и мой Святой Дух сделает это. Ни у кого не будет шансов против вас, и если у вас возникнут проблемы, ты делаешь неправильно. Ты сильный, моя любовь и доверие уменьшают шансы. Всегда помните об этом тем, кто верит, что все возможно. Он любит тебя и хочет быть красивым. Это зависит от меня. Я сохраняю все до тех пор, пока мои благословения не будут готовы прийти к вам, чтобы вы могли получить их быстро. Желаю вам мира и терпения. Используйте их эффективно в эмоциональных ситуациях. Не спешите. Не делайте никаких важных шагов или решений, не поговорив предварительно со мной. Чего я хочу избежать, так это застрять или поймать неправильное мышление. Избегайте коллег. Это письмо является моим официальным подтверждением того, что я буду работать на вас. Не сохраняйте вещи, вместо этого будьте терпеливы. Вы видели правильно. Пожалуйста, позвольте мне, не блокируйте свои будущие возможности. Вскоре ты увидишь свет моей благодати и любви, сияющей в твоей жизни. Отпустите все цепи и оковы. Я позволю тебе счастливо путешествовать по миру. Работая вместе, мы можем показать вам путь вперед. Какое-то время только мы двое знали секрет, и это был наш секрет. Не отказывайтесь от своих идей и планов. Держите наш план в секрете от многих ревнивых и неверных людей в вашей жизни. Как я уже говорил, вы будете благословлены. Лучшие двери откроются, и проблемы, с которыми вы столкнулись, будут решены. Они пытаются мотивировать вас, принимая ваши прошлые ошибки и высмеивая вас, но это время прошло. Твое сердце изменилось, теперь ты зависишь от меня, ты добьешься успеха во всем, что делаешь. Я освобождаю тебя от всех уз и цепей, несу тебе счастье и благополучие, прочь от забот и долгов, потому что ты веришь в меня и власть. На вас не будут влиять действия других. Во-первых, будьте справедливы, вы и ваши близкие бесконечно удивительны. И ты узнаешь, что я рядом с тобой. Попрощайтесь с самим собой, потому что моих слов достаточно. Мои слова имеют силу обновить вас и поднять вас на более высокие места. Это чувствуется прямо сейчас. Ваши ноги упадут под ваши ноги. Нельзя допускать вредных мыслей и считать, что вы заслуживаете плохого исхода. Вы свободны от бремени своего греха, даже если мир находится под его влиянием. Мир, в котором вы живете, это мир печали. Это было обещано тебе, поскольку ты был могущественным тестом. С непоколебимой верой и доверием ко мне вы преодолеете трудности и одержите победу в этой жизни. Я вижу, что ты долго плачешь, иногда не понимаешь почему. Послушай, я скажу тебе, что причинит тебе вред. Сильное желание снова быть со мной. Когда ты думаешь обо мне, твое сердце болит, тебе нужно все мое присутствие, и ты знаешь, что не можешь без меня. Кажется, что время проходит мимо вас, пока вы ищете мира и счастья в своих близких, которые обещают расти и длиться каждый день.
Но послушай, я тоже там, когда я стою рядом с тобой, благословения льются, как вода из колодца. Он утоляет жажду, успокаивает разум и смывает боль. Смой свои печали этой водой, и ты больше никогда не будешь испытывать жажды. Поверьте мне, когда я говорю, что ваше доверие оправдалось, потому что теперь моих слов достаточно. Спасибо за вашу доброту, я могу войти в ваш дом. Когда вы исцелитесь, вы не можете себе представить, какие великие благословения я дам вам и вашей семье, поскольку я буду с вами и буду защищать вас. Думаю об этом. Сегодня я почти чувствую твою боль. Признание своего чувства депрессии дает понять, что вам нужна смелость, чтобы с энтузиазмом продолжать свой путь. Не нужно чувствовать себя безнадежным и подавленным. Помни, что я твой отец, и я недалекая земля, где ты не хочешь моей любви. Как я всегда был рядом с тобой, так я рядом с тобой и сейчас, даже если ты забыл. Пожалуйста, положите руки на ноги. Позвольте мне присоединиться к вам в путешествии по лабиринтам вашего разума. Делясь информацией, не бойтесь, почему вы потеряли желание жить. Зачем тебе подвергать сомнению свою судьбу? Мир может быть ужасным местом. Ваш невинный, оптимистичный взгляд на жизнь сияет любопытным взглядом вашего детства. Когда ты молод, у тебя есть надежда, радость и воля к жизни. Но когда ты вырастаешь, ложь и обман все это разрушают. Ты потерял веру в меня, твоя любовь ко мне остыла. Но поверьте мне, я наконец понял это и знаю, что вам нравится это место. Все твои проблемы, все раны, вся боль, я знаю их всех, как знаю имена звезд. Мы находимся на одной волне, и у меня есть идеальное решение, чтобы облегчить вашу боль. По ходу я расскажу вам историю любимой страны, где носят королевские особы, где все знают и любят ваше имя. Там, как голодная птичка, круглые сутки за тобой наблюдают любящие глаза. Тогда ваш дух будет процветать. Вы святое дитя, и это ваше истинное «Я», рожденное по образу Создателя Вселенной. Помните, что у вас своя уникальная ситуация, и никакая красота во Вселенной не сможет вас оттолкнуть. В моем сердце для тебя есть безопасное место, и оно есть. Ты, как мой ребенок, имеешь право увидеться со мной и поговорить с утра первым делом. Моя кровь не позволит тебе обмануться и заставить поверить лжи. Даже если ты думаешь, что не заслуживаешь этого, твоя жизнь принадлежит мне. Используйте его несколько раз, чтобы очистить историю. Ты центр моей вселенной, и ничто не может отнять тебя у меня. Что бы ни случилось, дитя мое, ты останешься неизменной в моем сердце. Вы не вышли из игры, борьба сохраняет вам жизнь. Причина, по которой вы здесь, заключается в том, что вы надеетесь, что сказанное мною даст вам чудесную и небесную силу для преодоления любых препятствий. Держите эти слова близко к сердцу и продолжайте бороться с постоянными попытками дьявола разрушить ваши мечты. Но все пойдет не очень хорошо. Найди величие, ты мой. Я защищу тебя своим мечом доброго знака и своей сильной рукой. Я обещаю тебе, что ты всегда будешь побеждать. Отрази в зеркале мое мощное обещание и знай, что ты достоин и благодарен мне. Если вы не будете осторожны, ваши эмоции могут заставить вас поверить в то, что не соответствует действительности.
это расследование. Самая трудная битва, с которой вы сталкиваетесь, происходит внутри вас самих. Эмоции не должны быть вашим компасом. Не позволяйте проблемам, которые встречаются на вашем пути, обескуражить вас. Не позволяйте страху сдерживать вас, каким бы плохим он ни был. Я всегда беспокоюсь о твоем здоровье. Я делаю все на благо людей, которых люблю, и ты один из них. Я очищу тебя своим духом, наполню своей силой, чтобы тебе не пришлось делать, ты преодолеешь. Так держи меня всем сердцем и беги к моей любви. Теперь, если ты услышишь мои слова, знай, что даже твои ошибки исправятся. Ваша семья будет жить, дни пройдут быстро. Со временем вы продолжите видеть свой прогресс в достижении долгожданных целей. Когда проблемы настолько велики, что не видно пути вперед, вполне естественно чувствовать депрессию. Вы можете злиться, но это неправда. Возьми меня за руку, и я поведу тебя. Не бойся даже солнца, сынок. Несмотря ни на что, твой благочестивый Отец никогда не оставит тебя. Выразите свою веру в меня и ту безопасность, которую вы чувствуете, когда попадаете в мою хватку. Если же ты заболел, то нет чудесного лекарства от Бога, кроме меня. Я тот, кто исцеляет, устраняет препятствия, открывает двери. Твоя жизнь, твое будущее, твоя семья и мантия моей любви – все в моих руках. И я твой кормилец и твой защитник. Мое присутствие по-настоящему ощущается рядом с тобой. Сегодня вы готовы слушать со смирением и благодарностью, но ждете, пока я заговорю. Примите эти слова близко к сердцу и сохраните их. Позвольте им сосредоточить ваше внимание и отпустить негативные вещи, которые беспокоили вас до сих пор. Вера и вера в мои чудеса и чудеса могут работать в вашей жизни и в жизни вашей семьи, даже если вы не видите меня в своих глазах. Дай мне свою руку и мягко и хорошо направь меня на путь любви, где мой дух потерпел неудачу. Когда они услышали мой голос, буря прекратилась и волны успокоились. Ночные шумы больше не будут вас пугать, поскольку вы будете сохранять спокойствие и тишину за своим пальто. Избегайте оскорблений по этому поводу. Измена – естественное следствие жизни в нездоровой среде. Держите руки в руках и не отводите взгляд. Проблемы, разочарования и обиды прошлого ушли. Каждый день – это драгоценная возможность бороться. Выбросьте их из головы. Вы можете отпустить все, что мешает вам думать о своих мыслях. Пусть ваши уста будут благословлены прекрасными словами, которые принесут прогресс и понимание. Нет невозможной ситуации, когда у тебя есть «я». Так что сопротивляйтесь желанию поверить дьяволу, что у вас нет надежды, что ваша жизнь будет наполнена неудачами и трудностями, и что вашей судьбой будет отчаяние и пренебрежение. Помните этот факт. Что бы ни случилось, помните, что я могу изменить ваш семейный конфликт, каким бы трудным он ни был, я могу начать сегодня, если хотите. Это включает в себя ваше здоровье, ваше будущее, вашу личность, ваши финансы и ваше семейное положение. Я обещаю всегда быть моей силой, моей спиной и моей помощью. Я люблю тебя и молюсь, чтобы ты оставался здоровым. Если вы хотите чуда, я могу сделать его для вас. Я обещаю вам, что есть причина,
по которой я ношу крест на своей спине. Я думаю, что когда ты родишься, тебя ждет жизнь, отрицающая и жестокая. В твоем сердце много боли и печали, которые ты испытал из-за других, но сейчас я исцелю тебя. Я терплю боль и жертвы жизни, и я здесь для вас, чтобы вы могли достичь жизни свободы и изобилия. Но слушай, я тебе обещаю, ты всегда можешь передумать. Чистая река течет там, где раньше была неразбериха. Где печаль, там радость. Там, где есть депрессия, есть сильное желание жить, любить и прощать. Я забыл твои прошлые ошибки. Отдай мне свое сердце, дитя мое. Покажи мне мой путь. Вы сражаетесь и сеете семена в этом мире, куда бы вы ни пошли, но моя милость решать вам. Путь моей любви – это то, почему я хочу, чтобы ваши ноги следовали. Я прошу тебя снова, на этот раз с большим страхом, отдай мне свое сердце сейчас, и я сделаю тебя счастливым, и я вылечу болезни, которые сделали тебя несчастным, и я дам тебе смелости встретиться лицом к лицу и победить в испытаниях, с которыми ты сталкиваешься. Дом. Ты ребенок. Имеет ли это смысл? В твоих глазах его природа ясна. Ради тебя. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Но я выбрал тебя, чтобы ты стал ловушкой в плохой ситуации и указал другим путь. Когда я нахожу кого-то столь же чистого и смиренного, как ты, мой разум проясняется. Возможно, вас несет обилие духовной мудрости вне вас. Это сокровище, которое я даю тебе, не напрасно. Примите это смиренно и будьте воодушевлены лицом к лицу с многочисленными изменениями, которые я внесу в вашу жизнь. Моя жизнь идеальна. Позвольте мне показать вам, что я могу изменить ваш внешний вид до тех пор, пока никто не скажет вам, что это не так. Они будут поражены вашей страстью, настойчивостью и решительностью. Присоединяйтесь к нам сегодня, отдайте мне свое сердце, свой личный рост и своих близких, и вы обретете чувство мира, благословения и единства. Теперь, когда победа в моих руках, я защищу тебя от бури, где бы ты ни был. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Когда вы чувствуете глубокую положительную эмоцию, которая наполняет ваше сердце, наполняет вас радостью и заставляет вас избавиться от печали. Вы почувствуете подъем в плечах, пружинистость походки и силу продолжать идти. Быстро встаньте, и тебе это почти удалось, не сдавайся сейчас. Будьте вместе, когда столкнетесь с насилием, знайте, что я защищу вас от опасности и буду держать вас за руку. Мне больно, и я знаю, когда твои противники нападают на тебя со всех сторон, разделяя плохими словами и жестокими действиями. Я знаю, каково это, когда тебя оставляют без внимания люди, которым ты доверяешь. Если ты любишь кого-то, ты отдаешь ему свое сердце, даже когда он смотрит на тебя. Я знаю это по опыту, вы понимаете. Я полностью понимаю, что ты чувствуешь, даже если твои эмоции сильны и душа разбита. Знай, что ты драгоценен, и если ты напуган и сломлен, твои слабости нормальны, но я не буду их осуждать. Знай, что в беде никто тебя не спасет, кроме меня. Когда опасность близка, не думай о неудаче и смерти. Репутация выросла, но можно уверенно двигаться вперед. Ваша радость воцарилась, ваша вера укрепила вашу веру, и ваше сердце полно уверенности.
Вы созданы, чтобы видеть новое, и ваше желание строится на моих словах. Те, кто придет вас подбодрить, не будут вас слушать, поэтому не нужно пытаться их переубедить. Слушай, эти хулиганы пытаются вернуть тебя, но ты можешь пойти своим путем, и они тебе не нужны. Он победил, и они победили. Если ты чувствуешь себя одиноким, помни, что я здесь ради тебя. Просто наберитесь терпения и поверьте, что я направлю на ваш путь нужного человека. Я думаю о тебе, я люблю тебя, я защищаю тебя и люблю тебя. Через несколько дней вы будете держать победу в своих руках. Позвольте мне убедиться, что я успею вовремя. В тот момент, когда тебе действительно понадобится моя помощь, для тебя все становится слишком тяжело, потому что ты не можешь перестать беспокоиться о том, что может случиться, и о стрессе от всего этого. Поэтому я был бы признателен, если бы вы могли отпустить все бремя, которое вы слишком сильно несете. Я не хочу, чтобы вы всегда думали о будущем. Вам нужно оставаться сосредоточенным и не позволять своим мыслям блуждать. Я всегда с тобой. Я открою тебе дверь и сотворю чудо, о котором ты просишь меня. Да, сейчас я главный. Я сделал это сегодня вечером. Иногда я вижу, что тебе трудно спать, говорить и сдерживать свои мысли, чтобы конкурировать с моими текущими историями. Не допускайте чувства чрезмерной тревоги, скажи ему вслух, что он решил поверить в своего лучшего друга в тебя, Бога и Господа, поэтому нет страха в вашем сердце. Посмотрите, как он заставляет музыку взрываться, освобождая ваш разум. Прими мир, который я предлагаю. Я рад обещать вам, что даже если вы столкнетесь с трудностями, мой дружелюбный голос утешит вас, напомнив, что я с вами, и придав вам силы противостоять любому нападению. Если я заставлю тебя нарушить свое обещание, скажи мне, что вы доверяете мне и следуете моим инструкциям. Примите мое обещание и поверьте мне в трудные минуты, которые встретятся вам на пути. Хорошо, что вы услышали эти слова. Я знаю, что в этом году вы позаботитесь о своем здоровье и работе. Помните и не забывайте, это ваше время, воспользуйтесь этой возможностью. Я благословляю тебя и твою семью. Пришло время двигаться вперед, нельзя останавливаться, что бы ни происходило вокруг тебя и что ты видишь. Я все еще с тобой. Вы должны продолжать двигаться вперед, не оглядываясь назад и не отвлекаясь. Удачи в твоем прогрессе, давай, держи меня за руку. Ты знаешь, что когда ты идешь по самой темной долине или боишься, я с тобой. Я твой Отец, твой Создатель, твой друг, твой защитник, твоя помощь и твое убежище. Я рад помочь вам, я рад благословить вас. Но помни, ничто в этом мире не может помешать мне уйти. У меня ты найдешь в себе силы идти дальше, принимать и принимать все блага, которые я имею для тебя, и успешно достигать своих целей. В жизни вы слышите много вещей, но не позволяйте им разрушить ваш покой и сон. «Не паникуйте и не плачьте», — сказал врач. «Ваша жизнь в моих руках, ваше благополучие — часть моего плана. Ваше будущее светлое и прекрасное, но не бойтесь. Так что слушайте внимательно и отнеситесь к этим обещаниям серьезно. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Для меня было честью поделиться с вами этими моментами и сообщениями. Если то, что вы услышали,
тронула ваше сердце или каким-либо образом вдохновила вас, я призываю вас поделиться этой информацией с другими. Распространяйте надежду и любовь, о которых мы говорили сегодня. А если вы еще этого не сделали, рассмотрите возможность подписки на наш канал. Подписавшись, вы будете получать регулярные обновления и уведомления о дополнительном контенте, например, о создании и использовании вашего контента. Это отличный способ оставаться на связи и поддерживать нашу миссию. Наконец, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и оставить комментарий ниже. Мы хотели бы услышать ваше мнение и узнать, как эти проблемы повлияли на вашу жизнь. Ваше участие поможет нам охватить больше людей и создать больше контента, который будет иметь значение. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Мы здесь, чтобы поддерживать, направлять и идти с вами. Поделитесь этим путешествием с нами, подпишитесь и давайте продолжать расти вместе. Еще раз спасибо за просмотр и участие в нашем сообществе. Идите с миром и радостью в сердце. До следующего раза берегите себя, и да благословит вас Бог.